На ТНВ в прямом эфире субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. Купить за 60 часов. Куриные сердечки. Все, остальное купили. Можно ли за выходные приобрести все, что нужно к новогоднему столу, узнавал Рамиль Шайдуллин. Новогодние новоселья. Мыться? Да, мыться мы. Раковина, ванна. Как в Салават Купре сегодня заселили сразу два дома, увидел Салават Мухаммадулян. Культуру в села. Сегодня в Сабинском районе открылись сразу два многофункциональных клуба. О новых центрах культурной жизни Рамиль Галиулян. Новогодняя инстаграм-эстафета от ТНВ. Я назвал это рождественская утка. Вот. Романтично. Как правильно подготовиться к Новому году и попасть в эфир нашего канала? Узнали Сергей Хайдаров И Альбина Слогараева. Огни, куранты, угощения до Нового года остается 2 дня, и татарстанцы уже вовсю готовят новогодний стол. Говорят, как встретишь, так и проведешь, а потому встретить стараются и весело, и вкусно. Как в уходящем году изменились предновогодние запросы покупателей и предложения продавцов? Тему кошельков и прилавков изучал Рамиль Шайдуллин. Что купить за 3 дня до Нового года? Наверняка не ошибемся, если скажем, что еды, овощей или фруктов, куда без них, или же мясо, птицы или рыбы на горячее. Люди отправляются в магазины, и вопрос, могут ли они здесь найти то, что нужно. Процентов на 80 купили, еще немножко осталось, вот докупаем в агропарке. А что в основном берете? Фрукты, сладости, шампанское тоже. Обязательно атрибут вашего новогоднего стола. Что это? Гусь с яблоками. А все купили уже? Нет, еще гуся осталось на Новый год купить. Первым делом мы берем, наверное, атрибут большинства праздничных столов. Это птица, будь то гусь, утка или курица. Главное, чтобы тушка была качественной. Если рассматривать выбор гуся, нужно в первую очередь обратить внимание на цвет самой тушки. То есть, если свежезабитая тушка, она будет всегда грудка розовая, лапки должны быть светло-белые, то есть она не залежавшаяся, не замороженная. В следующем году увидимся еще раз. Последняя сельхозярмарка уходящего года выглядит так. Покупатели копятся у прилавков, продавцы ставят цену ниже, чем в магазинах. Вот, например, яйца, наверное, один из самых востребованных товаров к новогоднему столу, стоит 40 рублей. Очень хорошо, почаще было, только последнее в этом году. Приходит. Нам здесь как хорошо, близко. Взял на праздник помидоры, огурцы, очень дешевые, приятно даже, яйца дешевые. Привезем товар именно к новогоднему столу. Селедка непосредственно, скумбрия, горбуша, семга, форель, кальмары, копчушка, соленые вещи. Да, и какой новогодний стол без легендарных оливье и селедки под шубой? Вот, кстати, рыбы, из которой будет готовиться последний салат. Скажите, пожалуйста, селедки сегодня у вас много брали? Сегодня с утра очень оживленно. Народ все покупает селедку. Видать, уже готовится к праздничному столу. Сейчас вот самый пик, да, когда вы закупаете к столу? Да, сейчас самый пик, но неделю назад начали закупать. Что еще осталось? Что осталось? Куриные сердечки. Все, остальное купили. Переходим к третьему символу Нового года – мандаринам. Их запах ни с чем не спутать, но если они спелые, конечно. Если, например, взять такой зеленовой, за 3-4 дня не доспеют. Конечно, сегодня мы назвали не все, что можно будет увидеть на новогодних столах татарстанцев, но с этим Новый год можно будет встретить вкусно и натурально, а главное, эти продукты можно увидеть практически везде. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. Татарстанский УФАС заподозрил крупные торговые сети в завышении цен на куриные яйца. О резком повышении цен мы говорили в репортаже на прошлой неделе. В УФАС заведено дело. Цены, установленные торговыми сетями, значительно отличаются от тех, что фигурируют в данных Татарстанского комитета по социально-экономическому мониторингу. По мнению УФАС, торговым сетям сейчас предстоит доказать обоснованность повышения цен. В случае, если картельный сговор будет подтвержден его участникам, грозит штраф и необходимость снижения цен на этот продукт. Повара и фотографы, дизайнеры и парикмахеры – они настоящие чемпионы. Месяц назад в Москве прошел 4-й национальный чемпионат по профмастерству «Абилимпикс». Там команда из Татарстана завоевала общекомандное 3-е место. Сегодня призеров и победителей поздравил Рафис Бурганов. Молодцы! Молодцы!
Так их встречали месяц назад на Казанском вокзале, как настоящих героев. Такими они и являются. Каждая победа для участников чемпионата Обилимпикс – это преодоление себя, своих страхов и неуверенности. В компетенции резьба по дереву Елизавета Ли была единственной девушкой среди 9 парней. Но призовое 3-е место она никому не отдала. Во-вторых, я занимаюсь только первый год, а молодые люди занимались 3-4 года, то есть уже профессионалы, а я новичок. И для меня цель была доказать самой себе прежде всего самой себе, что я это могу. Это они доказали не только себе, но и всей стране. В итоге 19 медалей, 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Сегодня призеры победители чемпионата в Министерстве образования. Говорят, такие результаты смогли завоевать благодаря тренерам и поддержке республики. Техника у нас появилась. У нас появились расходные материалы. У нас появились возможности самые разные. Мы поняли, что мы нужны. У ребят глаза полные счастья. Призеры и победители, педагоги и наставники. Всем, кто сыграл важную роль на Обилимпикс, сегодня по решению президента республики вручили денежные премии. Наша задача увеличить количество занимающихся различными профессиями, чтобы эти ребята не только научились кормить себя, но и делали это хорошо, лучше, чем кто-либо. В мае Казань ждет национальный этап чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В августе чемпионат мира. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Новый год – время сказок и чудес. Именно в эту пору исполняются желания. В этом убедилась 17-летняя Полина Щербич из Казани. Ее давняя мечта – побывать на главной елке страны. Об этом она написала в своем письме, которое волшебным образом долетело до Московского Кремля. Там 2 дня назад проходило заседание Госсовета России. По счастливой случайности письмо девочки прочитал Рустам Минниханов. И сегодня пожелание девочки от имени президента Татарстана исполнил министр образования республики. Он вручил ей билет на кремлевскую елку. Вот здесь билет, чтобы в поезде было не скучно. Я очень рад поехать на Кремлевскую елку. Спасибо президенту. Полина выиграла. Я говорю: Полин, ты такая счастливая. Она такая. Я, говорю, наверное, очень хотела побывать в Москве. Новый год в новой квартире. Сегодня в Салават-Купырэ сдали сразу 2 дома. Один из них проблемный. Начал строить многоэтажку один подрядчик, закончил другой. Всего новоселье сегодня отметили больше 500 татарстанцев. О тернистом пути к золотому ключику и новых открытиях в жилом комплексе Салават Мухаммадуллин. Марсель, заходим. Это наша квартира. Ой, какая тоже большая. У взрослых разбегаются глаза. 3-летний Марсель разбежался сам. Для семьи Мирзагитовых новая двушка – настоящее расширение. До этого вчетвером жили в однокомнатной. В новой квартире все готово к заселению. За окном школа и садик. Мы довольны. Спасибо большое строителям. Да. То, что у нас вот такой подарок на Новый год. Мы очень довольны. У вас какие эмоции? Переполняют эмоции. Слов даже нет, сказать даже не можем. И таких 425 квартир. Заселение дома 11-1 для новоселов – настоящий подарок к Новому году. Многоэтажка проблемная. Ее обещали сдать еще в 2015-м, потом в 2016-м. В августе этого года подрядчика сменили. Оказалось, дом построили без электропроводки. Установили окна, провели коммуникации, сделали чистовую отделку. Объект, конечно, был не очень легкий, я сразу говорю, был сложный объект, ввиду того, что он как бы и большой объект, не маленький объект. Двухлетний Даниар первым заходит в новое жилье. Мама всех ведет на кухню. Папа со стремянкой закручивает лампочки. Это семья Галевиддиновых. Квартиру получили по соципотеке. Мы жили, то есть спасибо большое, хотел бы сказать нашим родителям. Мы жили и там, и тут, то есть благодаря их поддержке мы, то есть смогли вот сейчас новое жилье взять. Галевиддиновым и еще 101 семье этого дома ждать ничего не пришлось. Многоэтажку второй очереди Салават-Купырэ сдали в срок. Всего в микрорайоне в этом году построили 10 домов. Ситуация действительно по этому дому и по 11 кварталу непростая была. Еще в этом квартале, в 11 остался дом 11-5, который я
Уверен, что в начале года мы сможем построить, достроить и заселить. Это последние два дома, которые были сданы в 2018 году в этом микрорайоне. Но уже в начале следующего новых жильцов ждут сразу две многоэтажки. А до конца первого квартала подрядчики завершат строительство второй очереди Салават Купера. Салават Мухаммадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Отстающими займутся. Сегодня Алексей Песошин поручил выяснить причины, по которым не завершен капремонт в нескольких многоквартирных домах. Итоги программы подвели в Доме правительства. Так, из 974 объектов 10 до сих пор не введены в эксплуатацию. Также завершается ремонт 9 из запланированных 112 амбулаторно-поликлинических учреждений. И по итогам этого года введено в строй почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья, что составляет более 100% от плана. Поставленные задачи по домам 11.1 Салават Купера мы заселяем сегодня, Алексей Валерьевич, и 63.13 прошу все меры предпринять, чтобы завершить работу по заселению завтра, 30 декабря. 27 рублей. Сегодня Республиканский госкомитет по тарифам установил окончательную стоимость проезда на общественном транспорте Казани. Так, в следующем году одна поездка, подорожает на 2 рубля при оплате наличными и будет стоить 25 при оплате транспортной картой. Тарифы максимальные, и городские власти, а также перевозчики вправе снижать эту цену, если этого захотят. Решение о новых тарифах будет направлено в прокуратуру и Минюст Татарстана, а после их экспертизы опубликовано на официальном портале правовой информации. Верховный суд разрешил штрафовать за курение на балконе. Если дым мешает соседям, с курильщика будут взимать денежную компенсацию. Такой спор возник между двумя жителями Новосибирска. Мужчина в течение 5 лет курил на балконе, а дым от сигарет потоками воздуха затягивало в квартиру соседа. Пассивный курильщик обратился в суд и попросил взыскать с него 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд согласился, но штраф уменьшил до 5 тысяч. Правильно делаю, абсолютно правильно. Я его поддерживаю. По сути, это, да, несправедливо, но тоже сидеть в собственной квартире, дышать сигаретным дымом. Вообще пассивное курение, оно даже вреднее, чем активное. Это его право курить на балконе. С одной стороны хорошо, с другой стороны очень неоднозначная сложная ситуация. Но я вообще против того, чтобы курили в подъездах и, наверное, где-то на балконах. Новый год в новом клубе. Сегодня в Сабинском районе распахнули двери сразу 2 многофункциональных центра. Возвести здание за короткий срок помогла республиканская программа о новых центрах культурной жизни в глубинке. Рамиль Галиуллин. Взрослым концерт, молодежи дискотека. Теперь здесь они станут регулярными. В селе Карсабаш открылся многофункциональный центр. Но он и клуб, и библиотека, и сельсовет. Тепло, яркое здание. Везде вон санузлы. Там на старом здании такого не было. Почти 15 миллионов рублей ушло на то, чтобы построить это здание. Но на этом не все. Новый объект станет не только развлекательным, но и образовательным. В одном из помещений открылась новая библиотека. Специально для местных жителей здесь подготовили более 8 тысяч книг на 3 языках – русском, татарском и английском. Это одно из соседних сел – Таникеево. Но повод для гуляний тот же – открытие клуба. Красную ленту разрезают те, на кого и рассчитан новый центр – молодежь. Здание возвели за полгода. Для жителей глубинки такие центры – настоящий подарок, ведь провести досуг с интересом здесь смогут все. Долго ждали, у нас клуб работал. Такой красивый клуб долго ждали. Очень красиво, нравится мне. Какой маленький населенный пункт, и уже имеются, многофункциональные центры. Скажем, клубы мы назвали, а сейчас она не только клуб, а там еще какие-то спортивные мероприятия проводятся. В этом году в Татарстане построили 28 сельских клубов. Работать программа будет и в новом году. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Сабинский район. Предновогодний подарок получили жители деревни Бухара Заинского района. Здесь открылся новый ФАП, уже 8-й в районе появившийся по республиканской программе. В деревне живет около 500 жителей. Раньше за медицинской помощью им приходилось ехать за 40 километров в райцентр. Теперь же у них есть собственный модульный пункт со всем необходимым оборудованием. Появление в Бухарае нового объекта обошлось республиканской казне почти в 3 миллиона рублей. Очень удобная, особенно для сельчан, что она в середине деревни. Всем удобно ходить и принимать первую помощь.
И я очень рада. Очень мы рады, конечно. Для сельского жителя ехать за 30 километров куда-то, чтобы залечить болячку, это же очень тяжело. Большое, огромное спасибо. Радость для жителей района и всех горожан. Сегодня в парке Сосновой Рощи, что у ДК «Химиков», Казань, открылась новогодняя елка. Праздник организовал Казань-Оргсинтез. На сцене символы предстоящего года, они греют гостей праздника танцами и песнями. Театрализованное представление полно чудес и любимых персонажей из мультфильмов. А в центре внимания Дед Мороз и Снегурочка. Елка хорошо организована, красивая елочка. Детишек очень много, пришли родителей много. Все понравилось, молодцы, хорошо организаторам, спасибо большое. Замечательный парк, отличное настроение, спасибо. Отличная елка. Праздник очень нравится, все весело, все красиво, погода замечательная. Для детей мастер-классы, конкурсы и зимние развлечения. Взрослые не отстают, катаются на коньках, танцуют и фотографируются. 20-метровая зеленая красавица, украшенная светодинамической иллюминацией, устанавливается силами ПАО «Казань-Оргсинтез», а потому и Новый год здесь профессиональный. С 1969 года здесь в парке Сосновой Рощи становится новогодней елкой. Все это елка, все это украшение, все это вот делает Казань-Оргсинтез своими силами и дарит нашим жителям. Елка в парке Сосновой Рощи гостей ждет ежедневно. Альбина Слугараева, Алмаз Ядинов, ТНВ, Казань. Приобрести сувениры от татарстанских ремесленников, попробовать сыры по уникальным рецептам и принять участие в их изготовлении. Все это на новом зимнем фестивале «Кыш-Дакар-Фест». Казань вошла в топ самых популярных городов для проведения новогодних праздников. Уже сегодня посетителям представили праздничные торговые ряды и широкий выбор самодельной продукции. Это обереги, елочные украшения, подарки, сувениры и продукция от фермеров. А для любопытных посетителей мастер-классы по сыроварению. Мы делаем полутвердые сыры с плесенями. Вот, пожалуйста, с белой плесенью, с голубой плесенью. У меня есть сыры с мытой коркой, вот такие вот, которые с запахом. Новый год, людям надо радость. Мы сейчас делаем скидки, чтобы у вас на столе был натуральный продукт. Для города очень важно всегда создавать праздничную атмосферу. Здесь можно понаблюдать за мастер-классами, здесь можно просто погулять, походить, послушать новогоднюю музыку, познакомиться с новыми друзьями, с гостями из других городов. Все успеть, ничего не забыть и собрать лайки. Стандартный новогодний список дел, известный всем. Богато накрыть на стол, выбрать праздничный наряд и купить подарки. Но у желтой земляной свиньи есть свои требования. Как угодить символу предстоящего года и при этом стать героем репортажа на ТНВ. Об этом Сергей Хайдаров и Альбина Асылгараева. Всем привет, с вами я, Альбина Асылгараева. Я хочу сказать, что сегодня я запускаю новую новогоднюю эстафету «Как встретить Новый год так, чтобы пятачок не обиделся». И первый, кому я хочу подложить свинью, мой коллега Сергей Хайдаров. Именно ему я передаю эстафету. Нашла, конечно, время. Ладно, девочки, у нас там сколько до конца программы осталось? 10 минут. За 8 управимся? Управимся. Отлично, тогда вызов принят. С красоты, конечно, начинается новогодний день для девушек, поэтому сегодня мы идем в гримерную. О, хорошо. Хорошо. Ребята, это очень круто. Ходите в баню и не только на Новый год. Ну а пока Сережа Еще не успели обзавестись зеленой красавицей в своем доме, то вам срочно нужно это исправлять. И современному мужчине для того, чтобы добыть елку, уже давно не нужен топор. Для этого нужно хорошо уметь ее выбирать. Осыпается
Он останется голодным, пока мы вместе с шефом начинаем готовить новогодние блюда. Вот свиньи. Свинья любит корнеплоды, вот, поэтому у нас будет свекла и будет заправка из включения. Нам приятного аппетита. Сергею привет. Одним приветом сыт не будешь, дорогая Альбиночка. А я, между прочим, прямо сейчас выбираю подарки. И ей тоже. И как уже успел выяснить, в этом году самыми популярными подарками считаются пижамы в виде свинюшки и букеты из елочек. А для Альбины, я думаю, лучше всего подойдет вот такая маска. Итак, наша подготовка к Новому году завершается, и чего мы только сегодня не делали. Мы выбрали наряд, накрасились и подготовили новогоднее меню. А еще узнали, зачем ближе к Новому году лучше ходить в баню, и как выбрать самый модный подарок и новогоднюю елку. Теперь мы передаем эту эстафету нашим зрителям ТНВ. Выкладывайте свои фотографии, как вы готовились к этому Новому году с нашим хэштегом. Ну а самые лучшие фотографии попадут в эфир нашего канала. Ну и, конечно, мы надеемся, что наши советы вам пригодятся. Сергей Хайдаров, Альбина Слугараева, ТНВ, Казань. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Но все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь до следующего года. С наступающим. Всего вам самого лучшего. Всем привет! Вот уже пару дней осталось до новогоднего праздника. Спокойно, если вдруг вы сейчас вспомнили, что не купили зеленый горошек или маслины, или майонез для оливье, не переживайте. Быстро собирайтесь и бегите в магазин, а то там уже бешеные очереди. А кто заранее обо всем позаботился, давайте вместе подведем итоги в сети. Начнем! Все, кто сидит в интернете, на YouTube, должны знать про ежегодный ролик YouTube Rewind, что в переводе на русский означает YouTube перемотка. То есть это один итоговый ролик, который включает в себя все классные и популярные видео уходящего года. Начнем. Во-первых, самый прослушиваемый трек этого года. Отсылки к клипу Кенни Уэста, немножечко кей-поп, ну и самое популярное танцевальное движение года. Идем дальше. Совместно с поисковой системой Яндекс мы тоже подвели итоги года. На основе запросов пользователи определили самые популярные события, сериалы, мемы. Самое популярное событие, думаю, ни для кого это не секрет, чемпионат мира по футболу. Дальше идет зимняя Олимпиада в Пхенчхане, пожар в торговом центре «Зимняя вишня», бой Хабиба и Макгрегора. Самая искомая личность этого года в сети, по версии Яндекса, это Игорь Акинфеев. Игорь совсем недавно ушел, кстати, из сборной России. Google в эти дни вспомнил тех, кого в этом году мы потеряли. Я на чердаке живу, и мне все видно. Живут же люди. Перейдем к телевизору. Самый популярный фильм – это «Мстители. Война бесконечности». А вот сериал – это… Нет, не «Ялан аяклы кыз». А, к сожалению, это сериал «Мажор». А вот самое популярное телешоу меня, конечно, сильно удивило, учитывая, что я даже ни одного выпуска не видел. Это та-да-да-дам-да-дам, «Замуж за Бузову». Причем непонятно, кто больше смотрел. Девушки, которые, ну, чисто поржать, или парни, которым было интересно, кто же там к ней замуж-то пришел. И, конечно же, топ мемов этого года. Начнем с мема «За себя и за Сашку». Затем о самом лучшем человеке, о котором слышали все. Это сын маминой подруги. Более популярными стали «Трое в кокошниках», «Мафиозник» и «Уганда Наклз». А сейчас подведем итоги в нашей традиционной рубрике «В сети с президентом». Всего за этот год Рустам Минниханов выложил чуть больше 1000 публикаций, ну, примерно 1100. За это время было почти 70 тысяч комментариев и более 6 миллионов лайков. Вот это хайп так хайп. Из 1000 публикаций почти 200 кадров Площади Свободы. И если все эти кадры
посмотреть в быстрой перемотке, то можно увидеть, как стареет дворник театра оперы и балета. Самое популярное фото года в инстаграме Рустама Минниханова – это фото с внучкой. Здесь у нас почти 40 тысяч лайков. Затем идет фото с семьей и Куба Гагарина. А вот самая комментируемая запись этого года – это видео со дня рождения президента. Более 2500 комментариев под этим видео. Судя по инстаграму, у президента был очень продуктивный год. Но мы ждем новогоднее видео с обращением и поздравлением татарстанцев. А вас, Рустам Нургалиевич, поздравляем с наступающим новым 2019 годом. Побольше фотографий и лайков. На этом сегодня все, и в этом году тоже все. Всех с наступающим новым 2019 годом. Будьте счастливы, любите и будьте любимыми. И самое главное, будьте в сети. Увидимся в следующем году. Пока! Группа компаний «Таиф» поздравляет жителей Татарстана с Новым годом! Пусть ощущение чуда, которое вам подарит новогодний праздник, останется с вами на весь 2019 год, вдохновляя на новые свершения и добрые дела. Пусть все, что вы загадаете в эту волшебную ночь, обязательно сбудется. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. С 21 декабря Казанский цирк представляет новогоднюю программу «В гостях у Деда Мороза». Телефон 222 57 58. В доме зябко, неуютно, даже чайник приуныл. У соседа все в порядке. Может, что-то ты забыл? Долг за газ вы накопили и платить вы не спешили. Если не оплачен газ, неприятности у вас. Газ отключат, пени начислят, отдых сорвется, кредит не дадут, арест на имущество ваше наложат, а может быть, даже его продадут. Опять подключиться? За плату, конечно. Не будьте беспечны, платите за газ. Здравствуйте. В предстоящие сутки в Татарстане ожидается переменная облачность. Подморозило, особенно это заметно в ночные часы. Более подробнее о погоде после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» поздравляет жителей Татарстана с наступающим Новым годом и дарит новогоднюю скидку 20% на шкаф-купе вашей мечты. Приходите. Казань, Восстание 23. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана около 17 градусов ниже нуля. Переменная облачность, местами снег. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают минус 16. Облачная погода с прояснениями и также временами снег. На севере Татарстана, в Менделинске, Агрызе, Менделеевске до 19 градусов ниже нуля. Облачная погода с прояснениями. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтасе синоптики обещают около 16 мороза, небольшой снег. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Торжаном переменная облачность минус 14, минус 16. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также около 16 мороза, местами снег, облачная погода с прояснениями. В последующие дни сохранится такая же погода. Спонсор прогноза погоды ООО «СМУ номер 12». Торопитесь приобрести однушки и двушки по выгодной цене. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Хотите посмотреть? Приезжайте.
Звоните. Запись по телефону 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81. Мясоперерабатывающее предприятие ООО «Дуслэк», производитель продукции «Халяль», выпускаемый под контролем комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан, представляет вашему вниманию новую линейку «Эко», а также изделия премиум-класса под торговой маркой «Салямек». О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Местами не исключен небольшой снег. Дневные температуры 14-16 мороза. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.